Татарстан – земля с тысячелетней историей, богатая природными ресурсами и обладающая уникальным культурным наследием. Это один из самых экономически развитых и привлекательных для туристов субъектов страны. Здесь можно окунуться в особый образ жизни со своей кухней, музыкой, модой, искусством, архитектурой, умением отдыхать и веселиться, открыть для себя особенную, ни на что не похожую землю, которую еще называют край тысячи и одного удовольствия. Столица республики Казань по праву носит титул третьей столицы России. Еще Екатерина II говорила, что Казань – первый город после Москвы в России. И вот спустя 257 лет Казань доказывает, что она первая во многих направлениях, в том числе и в туризме. Чем сегодня привлекает столица Татарстана своих гостей, мы решили узнать лично. Казань имеет несколько статусов. Третья столица – гастрономическая, спортивная и мусульманская столица России. Здесь проживают более сотни национальностей. В столице Татарстана стараются уважать все религии и конфессии. Только здесь, на одной улице, можно увидеть церковь, мечеть и синагогу. Визитной карточкой культуры Татарстана является праздник Сабантуй. Его название происходит от тюркских языков и означает «праздник плуга». Начало традиции праздновать окончание весенних полевых работ положил культовый обряд. Люди задабривали духов плодородия, чтобы следующий год выдался урожайным. Проводили во время Сабантуя и состязания на силу и ловкость. Поднимали гири и штанги, перетягивали канат и палки. Также участники балансировали на подвешенном в воздухе бревне и взбирались на высокий гладкий столб, на вершине которого устанавливали приз, например, клетку с петухом. Сегодня праздник вышел далеко за пределы республики и обрел характер федерального празднования. С 2001 года он широко празднуется в разных регионах нашей большой страны. Например, в этом году праздник плуга приняла Республика Мариэл, а уже в следующем, 2025 году, федеральный праздник примет Якутия, и он уже, кстати, будет юбилейным. То, что здесь будет проходить федеральный Сабантуй, это в самом деле, так скажем, и радость, а с точки зрения организационных вопросов очень много ответственных дел. И расстояние, природные условия. Кто-то может сказать: извините, пожалуйста, в Саха-Якутии проживает более миллиона человек, а по переписи населения только 4500 татар, и что теперь вот это будем проводить? Мы здесь будем показывать как раз нашу культуру, в этом наша сила. Между прочим, это не первый случай сотрудничества Якутии и Татарстана. Связь этих двух республик зародилась в далеком 1996 году с подписанием соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Огромный интерес к культуре и традициям двух народов является источником взаимодействия. На современном этапе у республик налажены тесные взаимоотношения в области сельского хозяйства, культуры и искусства, развития языков и литературы, науки и образования. Теперь на очереди туризм. Теперь два региона связывает прямой рейс авиакомпании «Северный ветер», а значит, добираться из Якутии в Татарстан стало комфортнее и быстрее. Я думаю, что нам нужно больше рассказывать друг о друге, потому что есть стереотипы, есть недостаток информации. И как только люди узнают больше, как только люди начнут путешествовать из нашего региона в ваш, из вашего в наш, сарафанное радио сделает свое дело. То есть то, что тебе неизвестно, ты этого боишься. Да? Как только ты это увидел, какие здесь люди, что можно посмотреть в Якутии, например, да? Ты рассказал об этом сразу всем своим друзьям и знакомым. И за счет вот таких вот туристических обменов наши народы еще больше сдружатся и больше сплотятся. Я уверен, что найдутся и родственники, найдутся какие-то общие бизнесы, найдутся дети, которые будут переезжать на учебу, потом возвращаться обратно с женами или с мужьями к себе в регион. И таким образом пойдет процесс большой экономической, культурной интеграции между нами. Приглашаю всех якутян к нам в Татарстан, посмотреть наши объекты, вкусно покушать нашу татарскую кухню, посмотреть на наших жителей, увидеть наше гостеприимство, посмотреть на наши красивые реки, очутиться в Казанском Кремле, увидеть самый большой печатный Коран в мире, увидеть город, сказочный город на острове Свияжский, многие-многие другие места. Прямой рейс, доступно, прилетайте.
Есть в Казани и своя якутская община. Самое настоящее землячество, порядка 200 человек. Они празднуют вместе национальные праздники, регулярно общаются и поддерживают земляков, которые переехали в этот гостеприимный край. А нам здесь классно жить. Вот якутяне спрашивают, нам комфортно, поскольку, когда приезжаешь в Якутию, многие, кто не был здесь, они переживают из-за национальных каких-то особенностей, из-за религиозных побуждений и так далее. Но те люди, которые уже побывали, даже как в качестве туристов, они понимают, насколько комфортно здесь жить, находиться, детей растить. Татарстан выбирают и в качестве места для переезда целыми семьями. Семья Ивановых, например, несколько лет назад перебралась из Якутии в Казань. Занимаются бизнесом, развитием IT и воспитанием, конечно же, детей. Мы переехали в Казань в 22 году, летом. До этого в марте приезжали на разведку и сразу же влюбились в город. Ну и Казань выбрали, потому что он красивый город, не такой большой, как Москва или Питер. Да, и Были друзья, знакомые. да, в том числе. Ну, если вот были друзья, знакомые, которые отзывались по-другому о Казани, как-то совпали ожидания реально? Да, конечно, совпали. А чем отличается Казань от Якутии? Ну, Казань все-таки более старый город. Здесь, ну, архитектура, я бы сказала, отличается. И очень много зелени. А нам, людям, которым нужно всегда в свежем воздухе быть, например, да, и этим нам нравится. Во-первых, теплее намного зимой. Да, зима очень, ну, относительно теплая, конечно, и здесь, конечно, люди мерзнут в минус 30, а нам нормально. Ну, летом жарко, как и в Якутии, но более влажно. Очень классно, все так тесно общаются. Есть группа вот именно национального вот этого сообщества якутов. Есть неформальные группы, где мы уже там своими уже маленькими там компашками собираемся, встречи на шашлыки, там где-то посидеть, встречаться праздники какие-то. Да. Ну, все так тесно общаемся. Это вообще классно, уютно, как дома. Не скучаете по Якутии? Ну, есть, конечно. По природе особенно. Про природе, да. потому что здесь просто, скажем так, нереально просто в лесу посидеть, потому что здесь Клещи, гадюки. буйствует, да, клещи, поэтому опасненько с этой стороны. Мы как-то с Олей поехали по ягоды, просто приехали полностью все в клещах, дергались от гадюк, которые ползают в кустах, короче, зареклись больше в лес ездить. Да. А комары здесь? Как? Комаров нет. Практически нет. Хотя если Мошкары нет. если для местных, допустим, комаров много, то мы их не ощущаем. Нет, можно приехать, да, посмотреть город и решить для себя, подходит он для вас или нет. Но Если класс. семейные, да, можно ориентироваться, конечно, по школе, но инфраструктура развитая, поэтому рядом с любым ЖК есть школа практически везде, детские сады, магазины. Ну, А уровень образования как здесь? Что многие же тоже приезжают, в том числе и за обучением детей. Ну, У вас, наверное, есть дочь. Да, у нас есть дочь, но это, наверное, вообще отдельный уровень разговора уже, да, про уровень образования. Да. По школам отличается. Есть, как обычно, как и везде по России, есть лицеи, которые нацелены уже на более высокий уровень, там детей по-другому обучают, гимназии специальные. Есть средние школы, где такой средний уровень образования, в принципе. В общем, ничего не надо бояться, и здесь свои люди есть, и они всегда поддерживают. Все именно да, так. вот именно, что всегда найдется, ну, поддержка очень большая здесь. Ну и даже со стороны местного населения, вот, сколько мы здесь живем, ни разу не встречали какого-то там определенного отношения. Я вот работаю продавцом, я спокойно, вот, допустим, могу заходить к людям, общаться, да, могу заходить в учреждения любые, ни разу не видел на себе какого-то другого отношения, не ощущал. Просто могут удивиться, почему у вас русское имя и настоящее ли оно ваше имя. Потому что здесь нет русских имен Да, местных. да. Но, может, тем не менее, Якутия тоже возвращается к тому, что мы начинаем делать, возвращать себе национальные наши имена. Да, у нас дочка Саргалана, поэтому так интересно. Нравится Казань тем, что она такая многоконфессиональная. То есть очень много разных национальностей, все живут, в принципе, дружно и так, очень безопасно тут. У Казани с ее более чем тысячелетней историей есть одна особенность. В нее влюбляешься с первого взгляда. Старинный город, который сумел соединить две культуры, две религии, две традиции Востока и Запада и сохранил свою самобытность, удивляет и привлекает. Приезжая сюда, каждый раз открываешь для себя что-то новое.